Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – музыкальная драматургия. В этом полугодии мы познакомились с разными музыкальными произведениями, вспомнили музыку, которую знали раньше, и услышали новые сочинения. И в каждом из них мы обращали внимание на развитие музыкальных образов, законы музыкальной драматургии. Сегодня мы попробуем обобщить наши знания. Итак, мы увидели, что в основе многих музыкальных произведений лежит определенный сюжет. Это может быть история, сочиненная писателем, цикл стихотворений, народная сказка, легенда, миф или эпическое предание, реальные исторические события. Но в любом случае сюжет представляет собой цепочку событий, в ходе которых герои взаимодействуют, нередко вступают в борьбу, в которой проявляется их характер и жизненная позиция. Композитор в своем произведении может изобразить журчание лесного ручья, передать средствами музыкального языка застывший зимний пейзаж или грохот сражения. Но самое главное – это чувство и внутреннее психологическое состояние героев, которые любят и ненавидят, страдают или торжествуют. И все это мы чувствуем в музыке благодаря мелодиям разного характера, особым ритмам, тембрам музыкальных инструментов, которые выбирает автор для своего музыкального повествования. Именно система музыкальных выразительных средств и приемов воплощения действия называется музыкальной драматургией. В основе музыкальной драматургии лежат общие законы драмы. В большинстве случаев это наличие внутреннего конфликта. В опере «Иван Сусанин» русской музыки напевного характера противопоставлены интонации польских танцев. Центральным эпизодом фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» является битва между русским войском и тевтонскими рыцарями. Композитор Сергей Прокофьев, сочинивший музыку к фильму, продолжил традиции, заложенные Глинкой. Он также использовал идею противопоставления образов через вокальные и инструментальные интонации. Так же, как и в опере «Иван Сусанин», у Прокофьева русские охарактеризованы вокальными номерами. Например, хор «Вставайте, люди русские» или песня об Александре Невском. А враги изображены преимущественно звучанием оркестра, например, симфонический фрагмент «Ледовое побоище». Конфликт, борьба различных сил раскрывается в определенной последовательности. Композитор сначала показывает нам противоборствующие силы. Этот раздел принято называть экспозицией, от латинского слова «экспозицио» – изложение. Затем происходит завязка драмы. Композитор сопоставляет музыкальные темы и образы, и они могут измениться под влиянием друг друга. Исполнение тех же мелодий другими инструментами в другом темпе, регистре, с измененной ладовой окраской, вычленение из них отдельных интонаций, смена акцентов может очень сильно изменить характер музыки. Развитие музыкальной драматургии приводит к кульминации высшей точки напряжения.
Но это не обязательно должно быть громкая и энергичная музыка. Так в опере «Иван Сусанин» трагическая кульминация звучит как искренний и сосредоточенный монолог главного героя. Эти общие закономерности находят специфическое преломление в каждом из видов музыкально-сценического искусства. Так в опере драматическое действие выражается через речитативы, арии, различные виды ансамблей, хоровые сцены. Выразительность человеческого голоса определяет особенности драматургии и других жанров вокальной музыки. В балете драматический замысел воплощается через классический или характерный танец, сольные, ансамблевые и хореографические номера. В вокальных или инструментальных циклах тоже есть свое драматическое развитие. Оно называется, как в кинематографе, чередование отдельных сцен, в которых главный герой рассказывает о жизни, о любви, о своих чувствах и мечтах. Контрастным сопоставлением отдельных частей цикла, чередованием мелодий разного характера, композиторы добиваются эмоционального эффекта, схожего с сюжетным повествованием. Как будто мы присутствуем на спектакле в исполнении одного актера-исполнителя.
Классические музыкальные спектакли также состоят из отдельных номеров. Это внутреннее отчленение даже имеет соответствующее название – номерная структура оперы или балета. По окончании определенного номера, арии, в опере или сольного танца, в балете можно даже услышать аплодисменты публики. Это небольшие перерывы действия не мешают в дальнейшем развитию сюжета. Но сценические жанры не остаются неизменными. В процессе эволюции музыкально-драматического искусства они обогащаются приемами симфонического развития. Номера без перерыва переходят один в другой, смешиваются, превращаясь в одну большую непрерывную сцену. Одним из инструментов такого симфонического развития являются темы-символы, или, как их принято называть, лейтмотивы. В балете Чайковского «Спящая красавица» есть тема феи Сирени и тема феи Карабос. Обе мелодии впервые появляются еще в оркестровом вступлении и затем звучат несколько раз на протяжении всего балета. В опере «Иван Сусанин» интонации, пунктирный ритм мазурки звучат во всех сценах с участием поляков. Во втором действии это блестящий бальный танец. В третьем действии это ритмичный аккомпанемент заносчивой речи непрошенных гостей. И эта же интонация угадывается в ответе Сусанина полякам, когда он решает подыграть им. В четвертом действии мазурка становится совсем другой. Словно хромающие ритмические фигуры потеряли былое великолепие, так же, как и польские вояки обессилели в непролазной глуши российских лесов. Нет ли мрака ночной ни вьюга, не собьет меня с пути. Дороги нет, потерян след, куда же ты? Он нас ведет сюда.
снегопуревом. Он сбился с пути. Путь мой прям, но Русь святая, наша Русь, постель встречая, снежной саван стелет. Идет безумный, идет напрямик, пугает нас этот упрямый старик. Он же безверил засыпанный лес, последний просвет со стволами исчез. Мы в русском лесу заблудились давно, уже не погибнут нам здесь судьбе. Шорох голодный над нами кружит, и белая смерть нас кругом сторожит. Пустеет мрак, лес полон тьмы, отгонит дождь Именно так, изменяясь и трансформируясь, ведут себя темы в симфонических произведениях, словно обобщенные портреты действующих лиц или собирательные образы противоположных сил, они также сталкиваются друг с другом. Самая напряженная борьба тем обычно разворачивается в первой части симфонии. Она часто звучит как драматическая завязка конфликта. Вторая часть словно философское отступление раздумья, отдых от жизненных бурь и невзгод. Танцевальная третья часть подготавливает торжественный жизнеутверждающий финал. Правда, этот классический образец симфонической драматургии уже в творчестве Бетховена был представлен самыми разнообразными отступлениями. Так, в третьей героической симфонии вторая философская часть звучит не просто как отдых, но как образ трагического вечного покоя, траурный марш. А в последней девятой симфонии для выражения особой экспрессии композитору не хватило средств симфонического оркестра, и он идет на небывалый для того времени эксперимент. Вводит в состав симфонического оркестра хор «Обнимитесь, миллионы». Программный смысл вселенского масштаба потребовал особого драматического решения для этого ликующего финала грандиозного симфонического полотна. Итак, на этом я заканчиваю урок. До свидания, до следующих встреч.